у нас Мухаммад Алиев Парвиз и Расулов Карамуту. Мгм. 55 килограмм. Итак, можно, наверное, объявлять? Ну давайте. Давайте. Красный угол. Красный угол Расулов, синий угол Мухаммад Алиев. Ну, бойцы уже в ринге. Я Рефери проверяет амуницию. озвучу итоги голосования. За Расулова Караматула 69%, за Махмадалиева Парвиза 31%. Ну, мы же знаем, что не всегда Больше совпадает. друзей, Да. да. Но на самом деле пока оба боя прошли Да, четко по зрительским голосам верно. Так что те, кто голосовали и вы оказались правы, у вас есть все шансы на то, чтобы получить денежный приз. Итак, Парвиз указал, что он из клуба Атеми. А Караматула независимый боец. У обоих около года занятий ММА. Правда, Караматула имеет базу под дзюдо. Ну, мы сейчас посмотрим. Так, начался первый раунд. Парвиз отличный провел сейчас лоу-кик и оказался на канвасе после того, как Карамутло перевел его туда. Отлично, Карамутло сейчас пытается занять маунт. Опять для того, чтобы разбивать его. Ох, вышел на болевой на руку. Выкручивается у нас Парвиз. Ушел от болевого на руку. И сейчас пытается гильотину накинуть. Сейчас посмотрим, как он его закинет ее. По крайней мере, не через руку заправляет, но отсюда нам не видно, как можно он заправил подойти. руку. Нет, ушел у нас. Вот, сейчас отличный перевод в партер. Такой полусуплекс провел боец. У нас Парвиз сверху у нас опять. Карамутло прижался плотно, не дает бить себя. Ну, в данном случае руки вытянуты, можно было подвернуться на болевой на руку. Но у нас что-то в этот раз не в чести, видимо. Борцовские приемы, в основном ударка идет в партере. Ой. Пытается смотреть. Ой, ой, по затылку-то бить нельзя. А там не в затылок, там. Вот он выскочил у нас. Карамутло оказался сзади. О, через ногу. Ну, это тяжело будет. Из угла крикнули в удушающий. И у нас Так, резвые парни. Да, встали в стойку. Сила у нас есть. Опять лоу-кик от Парвиза. Во внутреннюю часть бедра прошел. И на сближение. Вот, хорошо попал справа. Боковой у нас Парвиз. Ой. Левой встретил, но не Руки. акцентировано. Ну, Карамутло очень... Ой, извините. Парвиз очень неплохо работает на руках. По стойке он явно Карамутло перебивает. Но нет. Сейчас оверхук прошел такой. Ой-ой-ой. Кик начал отвечать у нас. В голову отлично прошел правый боковой. Увернулся как. Гонг прозвучал, да, раунд закончился. Раунд закончен. Ну, пока сложно что-то сказать. Да, я прям затрудняюсь сказать, кто забрал первый раунд, да. Оба ребята такие резкие, дерзкие. Я думаю, очень активно поработали. Вообще. Проверили возможности друг друга в стойке, в партере. Сейчас есть возможность секундантам подкорректировать.
тактику боя. Оба втихую нашептывают своим бойцам, что делать, чтобы противник не слышал. Что противник не слышал. Ну, Кстати, конечно, задумывался об всегда. этом, о том, что вот он ему кричит, Да, типа души, противник а тоже второй же слышит. Да, конечно, это всегда такая палка с двумя концами. Ага. То есть, Ну что, начало второго раунда. Ребята готовы? сейчас увидим, что нам насоветовали Нашептали. секунданты. Да, Мгм. нашептали секунданты. Изменится ли картина схватки, будут ли они свои преимущества использовать. Вот, хорошо у нас Карамутло теперь начал лучше работать руками, попадает. Ой, О, опять о, попал, хорошо. Ой. Слева и справа попал. Так, Теперь пытается Парвиз перевести. начинает переходить в борьбу. Нет колена. Еще одно колено. И О, потащил его. Без фиксации его перевел. Не смог воспользоваться переводом. И теперь у нас Карамутло сверху. Сейчас, если оттянется, начнет гвозди забивать в голову о, Парвиза. Нет, не попал, да, еще раз. Спину забрал. Ну, здесь душить надо. Не обнимать его, душить надо. Шею забирать и Ой. душить. Не страшно, Дарья. Не Нет, страшно? Пока ничего Я серьезного. когда не слышу происходит. эти шлепки, вот этот кулака об лицо, о, так сразу хочется насилия. И крови. Ой, нет, нет, конечно, мне бы хотелось, чтобы ребята целыми, здоровыми Ну, вышли травмы из боя. всегда нехорошо. Это Да. я всегда к этому отношусь. Наверное, можно обойтись без травм и просто технично Ну да, технично одержать делать победу. это, да. Ну, в данном случае при таком обилии ударной техники мы все равно никуда не денемся. Синяки, ссадины, рассечения, они в любом случае могут быть и присутствовать. Так. Сейчас он их поднимет. Нет? Нет. Сейчас у нас активность закончилась у бойцов, и я думаю, Сейчас их рефери, поднимут, начнем заново. рефери поднимет, да, поднял Опа. он их. Кстати, насчет вот травм в смешанных единоборствах, в свое время интервью давал Токтаров. Он у нас, кстати, первый чемпион UFC, российский спортсмен. Ну, вот, и он говорил, что когда он из самбо вышел в UFC, и ему ставили удары бокса, после одного из боев он проходил мимо раздевалки противника, которого в этот момент зашивали. И, говорит, я подумал, говорит, лучше, говорит, борьба это мое, говорит. А вот это, говорит, это немножко не то. И старался всегда победить за счет борцовской техники. Нежели, да. Ну, у нас идет схватка вовсю, мы с тобой пока разговариваем Они начали заново, немножко хорошо. не о том, что происходит на ринге. Вот, вытаскивает и почти на себя вытащил он. Точно на себя вытащил. Примерился так, вот сейчас еще раз. Не хотелось бы мне, конечно, видеть, как здесь кого-то зашивают. Нет, ну здесь, скажем так, ребята, во-первых, такие опытные. Обычно это происходит или на очень высокого уровня на соревнованиях, или когда один из бойцов менее опытный, тогда он попадает, скажем так, под раздачу более опытного противника, и тогда возможны сечки. Но опять же, все это условности. Сейчас у нас кто ведет из ребят больше? Сложно сказать. Сложно. Там по переводам у нас вроде и как бы и тот, и другой делал. По ударке у нас Карамутло исправил положение, он стал попадать в самом начале. Неплохо так попал и справа, и слева. Парвиз у нас пытался перевести в партер, на себя затянул. То есть, ну, как бы не могу сказать сейчас. Да, Тоже сложно. такой бой достаточно динамичный. Так, молоточек для секундантов. Секунданты уходят Да. с ринга. И у нас сейчас бойцы опять готовы. Ой, как хорошо попал справа через верх.
Оверхенд закинул. Еще раз у нас Карамутло закидывает. Он в который раз бэкфист пытался провести у нас Парвиз. Ну, не очень. На лоу-кик поймал. Хорошо. Прошел еще один лоу-кик во внутреннюю часть. У нас он по ударке забирает пока опять. Прямой правый в голову пропустил с руки. Чувствуется ли дзюдо у Караматула? Нет, я не видел. Но дзюдо очень проблематично быть. Все, ногу захватил у нас Карамутло и пытается бросить. Ой, какой перевод хороший. И прям головой его воткнул. Ой! Да. Попадает очень хорошо. Вот он перевел его. Карамутло вниз. Парвиза на треугольник выходит. Он закрывает треугольник, только рука не там. Не сможет он задушить его. Вот руку надо перевести. Да, все верно. Переводить надо руку на другую сторону. Тогда треугольник у нас работать начнет. На шее. Ушел Карамутло с треугольника. Технически он в кувырке пытался уйти Парвиз, чтобы вывести из-за спины Караматуло. Все, легли бойцы, я думаю, сейчас никаких активных действий. Да, поднимет рефери их в стойку. Ну, Дарья, видишь, дзюдо подразумевает борьбу в куртке. Очень тяжело переходить с борьбы в куртке, когда есть за что схватиться, перейти на момент ноу-ги, скажем так. В виду да, в ги. Ну, кимоно в простонародье, да, называется кимоно, на самом деле называется ги. Ги? Да, не знала. По-японски одежда. Не знала, потому что я занималась дзюдо, я не знала. Я кимоно всегда называла. Ну, это все. Кимоно — это праздничная одежда. Некоторые кимоно стоят сравнимо с квартирами в Японии, поэтому я не думаю, что люди в них будут биться. Да. Это просто в простонародье называется кимоно. У нас Парвиз пытается слева ногой в голову хайкик кинуть. Караматуло опять кинул уже коронный свой оверхенд. Не попал сейчас Парвизу. Прошел удар в голову, и Караматуло смог перевести в партер. Не скажу, что это дзюдо, но как вольник сработал неплохо. За ноги схватил. Несмотря на то, что парни уже сильно вымотались, бой красивый, это хороший, выход. сильный. Еще раз повторюсь, что в смешанных единоборствах чем и хорошо, что всегда можно Все, перевести на раунд другой закончен. вид единоборства. Хорошо. У нас что? Я затрудняюсь сказать, кто. Ждем Я думаю, раздельное от решение судей. будет судей. Единогласно? Перебил, значит, он по ударам. Караматуло Парвиз у нас победил. Так. Ждем Парвиз, можно вас? Он пытается. Сейчас его разденут. Потом оденут. И к нам он подойдет. Мне почему-то казалось, что я Парвиза уже видела здесь. Ну... Могу ошибаться, да? А мы сейчас возьмем и спросим у Парвиза. Да. Я сразу тебе вручаю твой приз. Молодец, ты победитель. Ты первый раз участвуешь? Да. Ну и как тебе? Очень хорошо. Как тебе соперник? Нормальный соперник. Хотел получить опыта. Вышел победителем. Опыт получил? Ну, да. Да еще и положительный опыт. Вообще вдвойне хорошо. Сколько лет ты занимаешься? 1,5 года. 1,5 года, и у тебя хорошие результаты, в общем-то, да? До этого чем занимался? Ничем. Я тебя просто поздравляю за 1,5 года. Такой прогресс прямо удивительно. Редко такое встретишь, что за 1,5 года очень технично работал в стойке. Посвящаешь кому-то эту победу? Кто-то за тебя болеет? Всем родным и близким. Меня поддерживали. Всем моим одноклубникам. Смотрят прямую трансляцию? Да, там, где я учусь, они смотрят все. Всем привет, салам алейкум. Слушай, спасибо моему тренеру за подготовку и моим спарринг-партнерам всем.
И всем болельщикам огромное спасибо, которые писали комментарии. Спасибо. Это твой первый бой с нами, сразу же победа. Еще будешь участвовать? Да, конечно. Еще за победой придешь? Да, конечно, да, победы. Ну тогда я жду тебя в следующий раз здесь снова победителем, чтобы Поздравляю вручить тебе тебя. конверт. Спасибо тебе большое. Иди отдыхай. Ну что,